Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником, дорогие братья и сестры. В Ветхом Завете бытовало представление о успехе в этом мире в зависимости от той праведности, которую несет в себе человек. Если ты живешь праведно, если ты исполняешь все правильно, все законы, все заповеди, то будет тебе, как говорится, счастье. Будет тебе и богатство, будет тебе и здоровье, и все такое прочее. И, в общем, достаточно удобное представление, которое работает в обе стороны. Если у тебя нет богатства, если нет у тебя здоровья и прочего, значит, ты нагрешил, все понятно, и иди кайся, как говорится, да, молись и кайся. Вот. Что характерно, несмотря на то, что мы живем уже 2000 лет в христианскую эпоху, это представление никуда не делось, и оно там-сям пролезает, потому что оно проще, потому что оно вот так явно выглядит. Потому что, а как еще объяснить все то безобразие, которое вокруг нас, да и не только вокруг, но и внутри нас, и посреди нас, все это происходит. Сложно это все объяснить, да еще и понять, почему я не только не богатый, но еще и больной. Вот. Хочется связь здесь привести эту, и тем более, что русское православие, оно еще страдает таким мученическим настроем, надо вот мучиться, и все это тогда как-то там исправится. Вот. Христос приходит и приносит совершенно иной взгляд на все эти вещи. Надо еще учесть, что не только во времена Иисуса, но и после Него это присутствовало, и эти вещи все перемешиваются между собой. Мистическое отношение к фигуре царя. Царь, император – это не просто человек, поставленный править, это не просто выбранный, хотя и таковыми тоже они часто бывали, именно выбранными, правда, в определенной среде лицами, но не просто выбранный человек, который вот собирает в себе какие-то мудрость там и так далее, а это фигура мистическая, и от того, что происходит с царем, можно представить, что происходит со всем народом. Вот почему история с египетскими казнями, вот когда исход народа Израилева происходил, почему это все происходило, так сказать, на фигуре царя, а потом распространялось на весь народ. Это принципиально важные вещи. Вот, может быть, отчасти так оно и было, а может и не отчасти, может быть, это так. В этом действительно есть смысл, и народ не просто так эти вещи чувствовал. Поэтому в фигуру царя вкладывалось все, ему должно было быть хорошо, потому что если ему будет хорошо, то будет хорошо и нам, народу. И вот Иисус приходит и переворачивает вообще все. Он не просто Бог там далекий, который определяет законы мира, а Он тот, который живет здесь и ходит среди людей, и живет человеческой жизнью, и принимает на себя немощи этого человеческого естества, потому что даже самый здоровый человек не может быть здоров 24/7, как говорится. Все время что-нибудь где-нибудь да заболит, где-нибудь ты споткнешься или ударишься. И все это происходило и с Иисусом. Это первое. А второе, что Он приносит, что настоящий царь – это Бог. И Бог, страдающий вместе с вами. Бог, которому есть дело до самого последнего слепца, до самого последнего немощного, немого, бесноватого и так далее. Ему есть дело до каждого из них. И если ты не просто называешь его Богом, но и признаешь своим господином, как признали вот эти два слепца,
которые сказали: «Ей, Господи, да, Господи», то есть «да, Господин, мы Тебя признаем не просто Господином, но еще и тем, кто может это сделать. И если Ты этого хочешь, то тогда это произойдет». А Он этого хочет. И Ему всего лишь нужно это человеческое принятие, потому что общение – это две стороны всегда. Мало того, что я хочу общаться, нужно, чтобы и вторая сторона тоже хотела общаться. Может быть, у меня кладезь мудрости, может быть, у меня море всего, чего есть, что я могу ему отдать, но если ему это не нужно, то ничего не произойдет. Вот то же самое с Богом. Все произойдет только тогда, и происходит тогда, когда мы хотим это принять от Бога. Не когда мы просто хотим исцеления, ведь такого там тоже было много. И в этом народе ходили просто за Иисусом как за целителем. Именно поэтому Иисус этим слепцам говорит: не рассказывайте об этом, потому что эффект будет совсем не тот, которого хочет Бог. Ведь и мы сегодня, 2000 лет спустя, с некоторым сожалением смотрим на эти времена. Вот Иисус там ходил, стольких исцелил, а сейчас не очень. А у меня же тоже болит. Мне же тоже плохо, мне же тоже хочется. Господи, ну где же Ты? Может, Ты там за углом где-то, опять я мимо прошел Тебя. А Иисус ведь все это сделал не просто для конкретных людей. Каждое это исцеление, это не просто исцеление или воскрешение конкретного человека. Это исцеление и воскрешение всего человечества. Потому что в каждом человеке это человечество собрано, точно так же, как в Боге собираемся мы. И если мы это поймем, то мы поймем, что все то, что произошло 2000 лет назад, во времена земной жизни Иисуса Христа, произошло с каждым из нас, вот здесь и сейчас. И значит, Его воскресение не просто Бога, а Господина, касается и каждого из нас, касается напрямую меня. Это воскресение, которое переживаю уже я здесь и сейчас. Это не то, что будет потом, как я уже говорил в этой мученической русско-христианской жизни такой. Сейчас мы будем мучиться по полной программе, зато потом, вот уж как воскреснем, там все и жизнь начнется. Да нет, вся жизнь начинается здесь и сейчас, потому что воскресение уже есть, потому что исцеление уже есть. Да, будет болеть по-прежнему там и сям, и все равно умрем, но воскресение это уже есть. И оно имплицитно присуще и каждому из нас. Оно потенциально в нас уже живет. Оно должно раскрыться, как бутон цветка. Но в этом зернышке, которое прорастает, этот бутон уже есть. Он уже должен прорасти. Он может, конечно, умереть, если его не поливать. У каждого в горшочке что-нибудь дома умирало, наверное. Но вот для этого и дана жизнь. Чтобы это зернышко, оно не умерло, мы его можем поливать сейчас. Поливать, зная, что это все уже есть. И жизнь тогда совершенно иным образом разворачивается. И об этом говорит и апостол в сегодняшнем послании, об этой надежде, которая живет уже в нас. Эта надежда – это то, что является самой жизнью. Вера, надежда и любовь. Да? Помним эти три имени и три термина, которые прорастают в каждом из нас и наполняют смыслом все наше существование. Пусть эти слова не просто будут именами замечательных женщин, но пусть это будет содержанием этой жизни и радости, которая наполняет каждое мгновение, потому что Христос воскресе. Воистину воскресе. Точно. Уже немножко удалилась от нас Пасха, и уже как будто бы мы этим не живем. А на самом деле сегодня тоже воскресный день, сегодня тоже Пасха. И сегодня Христос воскресе.